Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем вызов вашего мужчины. А тема будет такой: чем вы его покорили? Ваша особенность его глазами. Если тема интересна, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я думаю, все настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, кто-то у меня тут немножко поругался, да, либо какое-то даже между вами отдаление, отстранение присутствует. Что-то не ладится. Кто-то, кстати, давно и не виделся. Да, что-то как потеряны, прерваны, либо потеряны немножко связи. Так, ну давайте разбираться. Здесь мужчина очень четко вас показал. При этом высшие силы показали и его. Обратите внимание на вот этого козленка. Видите? Рожки, ножки, рожки до ножки. Ну, козленок. Козленок либо по характеру такой немножко противный, козлистый немножко, да, либо по поведению. Да, поведение хромает у него. Мужчина проблематичный. Вот для вас он проблематичный. Вроде как бы и любите, вроде как бы и думаете, вроде как бы и отношения, да? Но всегда либо мимо, либо пусто, либо как-то вот, ну, совсем не так, как хотелось бы, как мечталось бы. Мужчина не подарок, мужчина со своими тараканами, с которыми он никак не может ни договориться, ни подружиться, ну, либо выгнать их, да, не получается у него. Всегда он какой-то слишком светленький, беленький, а все остальные, значит, какашки, да, в его-то понимании. Он не умеет доверять. Сам может немножко искажать, манипулировать, либо играть информацией и считает, что и все остальные люди поступают так же. Хотя вы за все время ваших отношений ни разу этому человеку не дали, ну не то чтобы повода не дали в себе усомниться. И если его спросить, да, вот прямо сейчас призвать и спросить, обманывала ли тебя эта девушка, он скажет нет. Зачем же ты тогда ставишь под сомнение ее слова, либо ее чувства? Он скажет, я не знаю, все врут, значит и она где-то мне врет. Понимаете, вот это противоречие, оно как бы камнем краеугольным лежит между вами. Вас это очень обижает, оскорбляет и даже в какой-то степени унижает. Вы абсолютно правы, так нельзя. Вы с ним честна, вы требуете того же. Но когда вы честна, требуете того же, а вам, извините меня, предъявляют за то, что вы там и не делали, и не думали, даже в голове не имели, ну это ужасно, это просто ужасно. Так. И еще по поводу этого мужчины. Мужчина любит общаться. Он очень любит общаться. Он очень любит внимание к своей персоне. У него завышенная самооценка, какое-то гиперраздутое такое прям эго. И он очень любит, когда это эго поддувают. Да? А кто обычно этим занимается? Ну, всякие лицемерные, никчемные личности. К сожалению, данный мужчина такими личностями окружен. Их очень много в его пространстве. И эти личности постоянно на него очень дурно влияют. Кстати, вот кто-то даже и расстался с мужчиной из-за таких личностей. То есть в сегодняшнем дне вы с ним не общаетесь, потому что эти личности сделали свое грязное дело. Вот так, мои хорошие. Так, мне очень жаль, что вам попался именно такой представитель мужского пола. Сыроватый, надо и воспитывать, и заниматься им, и достаточно много времени вкладывать в этого мужчину. Вы со своей стороны, как сильная женщина, как сильная личность, человек, у которого есть стержень, вы не готовы
принимать и уж тем более мириться с такой несправедливостью, либо с таким несправедливым отношением к своей персоне. С другой же стороны, я вижу чувства к этому человеку. Для вас он ваш, родной, близкий. Чувства есть, и чувства очень серьезные, сильные чувства, возникшие не на пустом месте. Это не какая-то придумка. Это действительно чувство реальное, которое поселилось в вашем сердце. Да, это чувство ответное. Но ответ, знаете, как не с той стороны заходит, да? Вот совершенно не с той стороны, как бы вы хотели, ждали, как это правильно. Вот. Потому что мужчина не знает, как правильно, просто не знает. Не знает, и все. Он считает, что он абсолютно во всем прав. Что вы противная. Он идеальный, вы противная. Все эти проблемы, которые между вами, ну так извините, он считает, что это воспитательный типа процесс, что он так вас перевоспитывает, да, открывает вам глаза на то, чего вы не видите. Ой, непросто, но зато весело, да? Вам в этих отношениях совсем не скучно. Очень похоже на качели. Качели поломанные, да, которые либо сильно раскачиваются, либо не раскачиваются вовсе. Но главное, что чувства есть. Да. Давайте разбираться дальше. Его мнение о вас. Он считает, что вы уж слишком какая-то добренькая. Я понимаю, что он основывается на своем личном опыте, потому что вы в первую очередь добренькая к нему. И он иногда вот прям себя ловит на мысли, что вот если бы со мной кто так поступил, сейчас бы тут на тряпочки на мелкие порвал. А она ведь добрая, а она ведь терпит, а она ведь делает вид, да, что все нормально, не замечает, либо там меня легко прощает. Вот, он этим пользуется. С одной стороны, он, конечно, хлопает в ладоши и говорит: боже, какая женщина, святая женщина, мне повезло. А с другой стороны, он думает, что вот тут-то у нее немножечко изъян, да. И я, как любящий мужчина, должен, значит, ей открыть на это глаза. Ну и типа открывает как может. Значит, мои хорошие, в чем он точно уверен? Он точно уверен в том, что вы его женщина. Вот его женщина, родная, близкая по судьбе. В этом он точно уверен. И если его спросить, почему ты так думаешь, я думаю, что ответа вы не услышите. Это его ощущение. Это было первым ощущением при встрече, при знакомстве. Да? Первый раз вас увидел и сразу это почувствовал. Это откуда-то там, знаете, как изнутри вытащенное чувство. Да? Там оно где-то внутри, в душе сформировалось. Вот, и как бы перешло на мозг, на глаза, на слова, на его руки. Да? Вот, когда вы рядом, он себя чувствует благостно, он себя чувствует спокойно, уверенно. Знаете, вот такое блаженство даже, да, в какой-то степени блаженство ощущает. И неважно, там вы обнимаетесь, целуетесь, либо вы там ссоритесь. Вот, когда вы вместе, он просто летает, парит. Когда вас нет рядом, у него постоянное чувство тревоги. Постоянное. Прям он и сам себя не понимает. Почему я так тревожусь? Почему мне так плохо? Там крутит, ломает. Не может ответить. Ну, это любовь. Это любовь, и это действительно родственные души. Так, в чем же ваша уникальность? Ну, вот обратите внимание на вот эту прекрасную голубицу. Видите? Голубушка такая, она сидит, очень красивая. Прекрасная, уникальная. Вы для него самая красивая, девочки. Самая красивая. Мы не берем в учет возраст, вес, там, состояние кожи, наличие либо отсутствие волосяных покровов. Мы это не считаем. Вот вся целиком и полностью ваш образ самая красивая. Вот самая красивая женщина из тех, кого он когда-либо в своей жизни видел, встречал, с кем он был знаком. Вот. Это первый момент, визуальный. Второй момент, душевный. Вы ключ. Вы ключ к его счастливому будущему. Пока он вас не знал, да, у него были отношения, да, что-то там с кем-то пытался там создавать, устанавливать, строить. Но все было не то, все было пустое, вот никчемное, лишенное абсолютно любого смысла. Ему там было неинтересно, ему там было скучно, ему там было даже в каких-то моментах противно с другими женщинами. А вот с вами, я же говорю, душа отдыхает. Чего-то он не умеет, чего-то он не знает, какие-то у него проблемы. Куда? К вам.
а потому что вы сильная, а потому что вы умная, а потому что вы самая-самая лучшая. Мне почему-то очень хочется сказать взрослая, самостоятельная женщина. Хотя головой я понимаю, что вы можете быть и девушкой 18 лет, да, совсем юной девушкой. Но вы идете по жизни самостоятельной взрослой женщиной, сильной, стабильной, в себе уверенной. Вы никогда не будете ходить и кого-то о чем-то просить, либо надеяться, что кто-то придет, спасет, Господи, для вас что-то сделает. Нет, нет и нет. Вы не такой человек. Если вы можете, вы это делаете. Если вы понимаете, что нет, не могу, да, либо для меня это сейчас не приоритетно, либо не актуально, вы можете и отказаться от своих каких-то мыслей. И делаете правильно. Вы рационально используете свои ресурсы, свою энергетику. В какой-то степени вы действительно очень уникальный человек. Это не только его мысли. Да, вот даже я вижу в песке. Ну, и прекрасная голубица, и ключ. Ну, что тебе еще надо? Другой бы мужчина радовался бы, наслаждался и каждый день бы ходил в храм и благодарил Создателя за то, что ему позволили с такой женщиной встретиться, познакомиться, да еще и создать отношения. А ваш все фыркает-быркает. Такой, знаете, капризный малыш. Очень капризный. Для девочек, кто в треугольных отношениях. Таких девочек я вижу. Скорее всего, у него семья. Не исключено, кстати, что и у вас семья. Вот. Вас как-то очень быстро притянуло к друг другу, и вы до сих пор и не разобрались, да, что же это такое. Вот. Смотрите, если вас беспокоит вопрос его отношений с другой женщиной, то там отношения взаимовыгодные. То есть они не любовные, они не эротичные, они не душевные, они взаимовыгодные. То есть между ними есть какой-то финансовый, либо там имущественный интерес, и на этом интересе они объединились. Все, ничего другого нет. Когда он там в той семье, ну, считайте, что он там с вами, да? Он там себе картиночку в голове нарисовал, вместо головы той женщины ваша голова. И он тут считает, что он как бы с вами там общается. Любит он только вас. А с ней как бы либо выгодно, либо удобно, ну, какой-то интерес там присутствует. Вот. Уйдет ли он от той женщины к вам? Ну, если позовете, уйдет. Если вы позовете, либо если вы настоите на этом, конечно же, уйдет. Потому что все-таки он любит вас. Какой бы человек не был ушлый, какой бы он не был материально, я не знаю, там, зависимый, да, любовь намного сильнее. А его любовь я в данном случае вижу. Так, и напоследок хочу, чтобы вы знали, девочки, чтобы вы знали, вы для него целый мир, вы его вселенная. А он для вас ученик, мальчик-ученик, которому нужны ваши ресурсы, ваши знания, ваши наставления и ваша вера в него. Вы без него будете счастливой. Будете. Это заложено в вашем ДНК. Быть счастливой женщиной. Хотите верьте, хотите нет, но я это вижу. Вы будете счастливой женщиной. А вот он без вас счастливым никогда не станет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.